Открывая совещание, спикер парламента Валерий Кварчи отметил непростую общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в республике в преддверии выборов. Именно с целью обсуждения этого вопроса и поиска возможных путей стабилизации обстановки были созваны депутаты. Кроме того, было предложено принять обращение к народу Абхазии, политическим партиям и общественным организациям. Ситуация, которая сложилась в Абхазии, я не стану комментировать. Все вы знаете, все происходило прямо на наших глазах. Но это уже произошло, слава Богу, без таких эксцессов, которые бы привело к нежелательным результатам, не произошло. Президент в результате ушел в отставку. Вот. Но некоторые представители окружения президента написали заявление об уходе. Исполняющий обязанности президента удовлетворил их желание. Спикер парламента заявил о том, что со стороны некоторых представителей оппозиции на исполняющего обязанности президента Абхазии оказывается давление, в связи с чем у Валерия Абганба даже возникли проблемы со здоровьем. 18 числа у нас состоялось закрытое заседание, не заседание, а собрание, депутатское собрание, на котором мы договорились, что те товарищи, которые подают заявление об уходе добровольно, значит, никто их не будет уговаривать, они будут освобождены. Но с назначением повременим до избрания нового президента. Только условно договоренность, мне кажется, мы вынесли из этого нашего собрания. Но, к сожалению, есть какие-то группы, ходят, они письма какие-то оставляют с требованием освободить того или иного чиновника, предлагают свои кандидатуры и так далее. Исполняющий обязанности президента, на него оказывается давление, он нервничает. Я не хочу просто это говорить, но со здоровьем у него сейчас уже проблемы. Нервничает кто-то, еще что-то. Мы тоже нервничаем, депутаты, ничего страшного. Все нервничают. Народ нервничает, а то, что 500 рублей пенсия. Все нервничают. Чуть-чуть кто-то пришел, кто-то что-то сказал, сразу мы в больницу бежим все дружно. Начиная от парламента, заканчивая до исполнительной власти. Для чего собрали нас? Поругать, что ли? Или что? Я не был у Рамшуховича, никакой места не просил, никакой нет. Если даже кто-то пошел в этом, ничего такого нет. Потому что было в предыдущих выборах что? Административный ресурс был задействован очень сильно. За это переживают, чтобы выборы спокойно прошли. Мы помним, как с помощью Абхазтопа еще чего-то клались дороги, там бетон лился или еще что-то. А теперь мы имеем 250 миллионов хищения там. Чтобы этого всего избежать, в спокойном, мирном русле происходят диалоги между исполняющим обязанности президента и представителями оппозиции или еще кем-то, не знаю. Не слышал я, что кто-то ругался. Давайте мы к чему-то придем. Нам надо найти согласие для того, чтобы провести выборы. Сегодняшнее назначение или продавливание там его президента, да, или приход к нему со списками тех, кого надо назначить. Но такие списки каждый из нас может составить здесь в полной мере и также к нему прийти. Это смотрит на это, нужно, не нужно. Не, мы говорили, я понимаю, но 18 числа парламент в том составе, в каком собирался, принял решение, что давайте не будем людей дразнить, давайте мы никого назначать не будем. Мы спросили, есть ли необходимость на те места, которые уволены, назначить людей. Он сказал, такой необходимости нету. Вы справляетесь с работой? Да, мы справляемся с работой. Мы можем провести все вместе выборы? Да, можем провести выборы. Вот на этом мы и остановились. Для обсуждения обращения было предложено 4 варианта текста. Некоторые из депутатов выразили несогласие с содержанием одного из них, что вызвало бурные споры. Следует отметить, что многим депутатам не удалось ознакомиться с этим вариантом, так как депутат Александр Анкваб порвал его. Это ваш документ, вы сейчас его хотели зачитать, Валерий Ильич. Вот правильно, вот такой документ закрывать и выкидывать надо. Иначе доведете до страну, до противостояния. И вот это вы там прописали. Накануне нас обзванивал человек, который собирает депутатов парламента. И она нам не сказала, о чем пойдет речь. Никто не знал. Ну а бумага кем-то готовилась, она не родилась просто так, понимаете? Это нас смущает, и это нам не нравится.
В итоге содержание уничтоженного документа неизвестно. Депутаты так и не пришли к общему мнению. И, как выяснилось, решили вовсе не делать никакого обращения. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.